Для тех, кто только к нам подключился, я напоминаю, что с вами утренний эфир радио Крым Реалии, и в студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И прежде чем мы перейдем к обсуждению главной темы, коротко напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 м, онлайн на сайте Крым Реалии, а также можно смотреть трансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там же можно задавать свои вопросы и оставлять комментарии. В ближайшие полчаса мы будем говорить про очередной возможный обмен заключенными между Украиной и Россией, в частности про то, когда ждать обмена и освобождения политзаключенных из Крыма. Поэтому, если у вас будет желание в ходе эфира высказаться на эту тему или задать вопрос нашим гостям, то вы можете звонить к нам по бесплатному номеру из Крыма 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут звонить по номеру 044 490 29 05. Мы переходим к главной теме сегодняшнего утра. 2 недели назад, 16 апреля, состоялся обмен заключенными между Украиной и властями неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В тот день пророссийские боевики из группировок ДНР и ЛНР освободили и передали Киеву 20 человек. Из них 2 военнослужащих, 1 правоохранитель, остальные гражданские. К слову, более подробно о том, как проходил этот обмен, вы можете узнать из нашего радиоэфира от 17 апреля, который можно найти в записи на сайте Крым Реалии. Тогда же, по окончанию обмена, в офисе президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшие переговоры по освобождению украинцев, которых удерживают на территории оккупированного Крыма и России, продолжаются. Здесь важно отметить, что это уже 3-й обмен. Первый и, пожалуй, пока что самый громкий состоялся 7 сентября прошлого года. Тогда из тюрем России, аннексированного Крыма, в Украину вернулись 35 человек. Среди них, в частности, режиссер Олег Сенцов, крымско-татарские активисты Дем Бекиров, Александр Кольченко, журналист Роман Сущенко, а также 24 украинских моряка, которые были захвачены российской ФСБ у берегов аннексированного Крыма. В тот день, 7 сентября, президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента Крым Реалии, заверил, что удерживаемые в тюрьмах России и Крыма крымские татары, большинство из которых обвиняются или уже осуждены за участие в организации Хизбут Тахрир, а также другие крымские политзаключенные, обязательно выйдут на свободу в результате очередного обмена, работа по которому ведется. Давайте послушаем короткий ответ Владимира Зеленского на этот счет. Я гадаю, що у другому вже етапі ми будемо серйозно працювати і ми повернемо всіх наших людей з вільних. Я в цілому не говорю не про 3, не про 2, не про рік. Ми хочемо це робити дуже швидко. Ну вот, хочемо робити це дуже швидко, сказал тогда президент. Но, несмотря на заверение президента, второй так называемый новогодний обмен состоялся 29 декабря прошлого года с представителями неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Из тюрем группировок ДНР и ЛНР тогда удалось вернуть 76 человек. И, собственно, если подытожить эту хронологию, получается следующая картина. За прошедшие чуть больше, чем полгода, офис президента Владимира Зеленского провел 3 обмена заключенными. 2 по Донбассу и 1 по Крыму. Здесь важно отметить, что как сам президент, так и его офис неохотно комментируют практически любые детали по обменному процессу. В офисе президента не раз заявляли, что внимание со стороны СМИ и родственников политзаключенных может навредить переговорному процессу. Несмотря на такую позицию офиса президента, родственники крымских политзаключенных, которые продолжают оставаться в тюрьмах аннексированного полуострова и России, провели онлайн-флешмоб под хэштегом «Поговорите с нами». Свои фотографии с плакатами, на которых озвучена эта просьба, родные политзаключенных выкладывают в социальных сетях. Цель акции – добиться встречи с президентом и узнать, кого и когда из крымских политзаключенных все же обменяют. Например, супруга осужденного в Крыму по обвинению в якобы подготовке диверсии украинца Геннадия Лемешко Ирина у себя на странице в Фейсбуке написала, цитирую, «Мы растеряны и призываем президента честно рассказать, что будет с нашими родными политзаключенными, которые до сих пор ждут освобождения в тюрьмах Крыма и России». Конец цитаты. Накануне при подготовке к эфиру мы обратились к офису президента за комментарием на эту тему. И прежде чем перейдем к разговору с первым гостем эфира, давайте послушаем ответ пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Це дуже чутливий процес, тому що взагалі залучено дуже багато людей і дуже багато нюансів, як юридичних нюансів, так і пов'язаних питань з правами людини. Процес взаємного звільнення людей – це постійні дискусії, постійний зв'язок з різними групами, підгрупами, які беруть в цьому участь. Насправді дуже складно коментувати, на якому зараз це все відбувається етапі і чого взагалі очікувати, тому що переговори постійно змінюються. Якщо ми вийдемо на гора ті елементи переговорів, які зараз відбуваються, то це може призвести до
не дуже охочих бажаних наслідків при самому обміні. Позиція тут не зміняється, переговори ведуться постійно, і для нас важливий кожний українець як на окупованих територіях Донбасу та Криму, так і на території Росії. Саме з метою безпеки цих українців ми не хотіли би висвітлювати дані до того, як відбудеться саме взаємне звільнення отриманих осіб. Ну вот таким был комментарий Юлии Мендель. А к нам по телефону присоединяется глава Центра гражданских свобод Александра Матвейчук. Александра, доброе утро и спасибо, что нашли возможность к нам присоединиться в эфире. Доброго ранку. Вот вы слышали позицию, наверное, да, вот Юлии Мендель только что, буквально перед вами, и, наверное, без вот этого комментария, аудиокомментария, знаете ее и так. И есть ли у правозащитного сообщества понимание, почему офис президента занял позицию, в которой не комментирует практически ничего, и насколько эта позиция обоснована, объективна, и действительно ли вот огласка каких-то деталей по обмінному процесу можуть навредити? Ну, ви знаєте, я прослухала коментарі Юрії Мендель, вона, по суті, нічого не сказала. Ми могли його як включати, так не включати, ніякої нової інформації в тому, що прозвучало, не було. І мені здається, і тут я можу з нею погодитися, що дійсно процес перемовин – це дуже чутливий процес. Але це зовсім не означає, що Офіс президента не зобов'язаний тримати комунікацію із рідними. Да? Тобто такі ситуації, коли вони влаштовують флешмоб, поговорити з нами, вони просто не мали би відбуватися. Я нагадаю, що окрім цього рідні полонених зробили безстрокову акцію перед Офісом президента, і вони добилися, що на днях із ними зустрівся, правда, не сам президент, а Єрмак, і вони щось проговорювали. Але акції і флешмоби, ну, це не правильний спосіб в ситуації, коли президент і Офіс його президента мав перше на зустріч рідним. І говорячи про сам процес обміну, погоджуючись з Юлією Мендель, що це дійсно сенситивний процес, я би могла сказати кілька речей. По-перше, мені здається, що коли 7 вересня Володимир Зеленський говорив про те, що ми дуже швидко перейдемо до другого треку, а розмова про звільнення людей, які знаходяться в окупованому Криму і Росії, це дійсно другий трек, а не перший трек, який проходить по Донбасу і проходить в мінських домовленостях, він був щирим. Але він видавав бажане за дійсне. Я думаю, що він на той момент не розумів, що швидко нічого не буде. Вже це зараз розуміє Юлія Мендель, і тому відмовляється навіть говорити, на якому етапі знаходяться ці перемовини. По-друге, я хотіла би сказати, що проблема особливо загострена проблема з другим треком, коли йдеться про українців, які знаходяться на території окупованого Криму або незаконно переміщені в Росії, в тому, що саме по другому треку, і це ми знаємо з різних сигналів, Росія вимагає різного роду політичні вимоги в обмін на звільнення українців. І от, я думаю, я не відкрию для вас жодного секрету. Останнім часом дуже часто звучить словосполучення «вода до Криму». От, і чи стоїть це в перемовному процесі чи ні, я не можу сказати, тому що я взагалі не дотична до процесу, до обговорення. Ну, але такі сигнали існують. І третє, на що я б хотіла звернути увагу, ви не цитували, але 29 грудня, коли повернулися українців з окупованого Донбасу, тоді велика кількість, кілька десятків людей, Володимир Зеленський, коментуючи цю радісну новину, сказав, що ми будемо боротися за повернення доки кожен з українців в неволі не повернеться додому. І мені здається, що, на жаль, ні він, ні його офіс досі не розуміють, що це означає, що вони будуть боротися, допоки Крим і Донбас не буде деокупований. Бо до цього часу ми говоримо не тільки про 89 людей, які у списках правозахисників знаходяться за ґратами в окупованому Криму і Росії, або там кілька сотень людей, які знаходяться на Донбасі. Ми говоримо про близько 5,5 мільйонів людей, які проживають на окупованих територіях. І ще я навіть беруся сказати, скільки громадян України тимчасово чи постійно знаходяться на території Російської Федерації, і ніхто із них ні від чого не застрахований.
Александра, а есть ли тогда понимание у правозащитного сообщества, как этот процесс будет в ближайшее время развиваться, если вот действительно я вынужден согласиться с вами, что особо ничего по существу в комментарии Юлии Мендель не звучит, кроме того, что, наверное, самое важное, с моей точки зрения, это то, что переговорный процесс идет. Вот была такая цитата в ее комментарии. Есть ли понимание, как это будет двигаться в ближайшее время? Потому что вот в том числе существует огромный запрос вот и со стороны родственников, и мы видим эту акцию, которую вы упоминали. Ну, знаєте, якщо говорити просто і так прогнозовано і точно, я думаю, я не помилюся, якщо я скажу, що він буде просуватися складно. Але якщо більш предметніше спробувати відповісти на ваш коментар, то є речі, які знаходяться під контролем української влади, а які речі не знаходяться під контролем української влади. От я повернуся до тих, які, на мою думку, українська влада має терміново зробити, і це теж матиме суттєвий вплив на організацію перемовного процесу. Тобто я не кажу, що це відразу приведе до якогось бажаного результату, ні. Але принаймні зніметь велику частину проблем з ті, які створює українська сторона, і які б не мала створювати, оскільки це ті речі, які знаходяться під її контролем. По-перше, це питання зі списками. Тому що я особисто кілька місяців, можна кажучи, за руку супроводжувала дружину політв'язня Олександра Марченка, який знаходиться в списку цих 89 людей. Він зараз в Російській Федерації за сфабрикованим кримінальним обвинуваченням. Я зрозуміла, що існують списки, і їх кілька. І кожного державного органу, який дотичний до цієї проблеми, цей список свій. І на питання, як потрапити на фінальний список, який викладає Єрмак на цих перемовинах, прямої відповіді не було. І коли ми намагалися зрозуміти, а хто ж ця група людей, яка в Офісі Президента займається цією проблемою, виявилося, що ніхто не знає, хто ця група людей, а повірити в те, що Єрмак ночами сидить і сам почитає біографію, ну, чесно кажучи, це просто навіть смішно уявити. Тому перше, що має зробити Офіс Президента, який взяв на себе повністю координацію цього процесу, як мені сказали всі державні органи, з якими спілкувалися, це створити, якщо це для тема пріоритетна, то, вибачте, під неї має бути виділена спеціальна робоча група, штат людей, якась структурна одиниця. Рідні мають знати, до кого вони можуть звернутися, да? І вирішити такого роду питання, як внесення людини до списку або там обговорення якихось проблем, які у цієї людини зараз трапляються у її справі, для того, щоб Офіс належним чином зреагував. От мені здається, що це точно під контролем української влади. Більше того, я скажу, що з російської сторони аналогічна структурна одиниця, як нам розказують російські правозахисники, давно існує. Ну, я розумію, що в авторитарній країні там все централізовано, і інституції сильніші, але вибачте, ми говоримо про вже сьомий рік війни і окупації Криму, і вже можна було б все ж таки навести якийсь лад. І вже майже рік президентства Зеленського, вже вийшов фільм, то зробіть спеціальну робочу групу, яка контактувала з рідними, з правозахисниками, якщо це для вас дійсно, як ви говорите, пріоритетна тема. І друга річ, яку вони мали би зробити, знаєте, за ці рік до нашої організації, яка вже 6 років цією темою займається, запустила кампанію Let My People Go, кампанію Save Олег Сенцов, працює з європарламентарями, з Радою Європи, з ООН, з ОБСЄ. До нас звертається помічник Тоні Фріша, наприклад, за питаннями, а Офіс Президента ніколи. Тобто ми не претендуємо на унікальну експертизу або на те, що ми знаємо рецепти перемовин. Але те, що не відбувається такого роду консультації, це також вагомий знак, це теж про щось свідчить. Ну, то есть, если резюмировать, то с вашей точки зрения проблема, одна из главных проблем, это все-таки вот отсутствие коммуникации на, наверное, всех уровнях. Знаете, собственно, то, с чего мы начали. Не про комунікацію, я б сказала, ширше. Тому що комунікація – це одна з складових частин процесу. Якщо його немає, то немає як комунікувати. Я про організацію цього процесу.
про виділення групи, про налагодження процесу зі списками, про організацію процесу комунікації. Я взагалом про більш ширше, про комплекс питань, аніж тільки комунікацію. А от У такому вопрос... сенсативному процесі, як обміни, тут я погоджуюся з Юлією, це треба робити дуже правильно і грамотно. И вот буквально последний вопрос и ремарка. Если говорить о списках, о которых вы упоминали, есть ли все-таки какое-то, вот чтобы это прозвучало в эфире для понимания наших радиослушателей, количество и список вот политзаключенных по Крыму и по политзаключенным, которые находятся в тюрьмах на территории соседней России материковой? Ну, оскільки список, який Офіс президента на Мінських домовленостях презентує з людей, які ув'язнені за політичними мотивами в Росії і окупованому Криму, закритий, вони говорять лише цифру 120 людей, то ми губимося в здогадках, чому у нас в списку 89, у них 120. Одна з найбільш зрозуміліших для нас пояснень – це тому, що в нашому списку немає людей, які знаходяться під домашнім арештом. І якщо вони є в списку президента, це правильно, тому що домашній арешт – це теж свого роду позбавлення волі. Тому вони мають бути. Але все одно цифра не сходиться. Але подивитися і перевірити, а що ж, може ми когось пропустили, все можливо, ми не можемо, тому що список закритий. Його, до речі, ще в січні пообіцяв відкрити, якщо я не помиляюся, Володимир Зеленський. Він говорив, що скоро ми дізнаємося імена. І от вже дивіться, скоро травень, а восени не там. Большое спасибо вам, Александра. Это была Александра Матвейчук, глава Центра гражданских свобод. Она рассказала нам, вот, собственно, свое мнение, высказала по поводу предстоящего возможного обмена по Крыму и по политзаключенным, которые находятся в тюрьмах материковой России, соседней материковой России. Сегодня, 30 апреля, должна состояться видеоконференция в нормандском формате на уровне министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. Как сообщает Укринформ со ссылкой на представителей МИД Германии, ожидается, что в ходе такой онлайн-встречи речь пойдет о том, как можно более последовательно воплощать в жизнь решение саммита в Париже, который состоялся 9 декабря прошлого года. Тем временем глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров также призвал участников этой онлайн-встречи обсудить тему крымских политзаключенных. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, во время видеовстречи с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером также попросил последнего уделить особое внимание политузникам из Крыма. Здесь важно уточнить, что сегодняшняя онлайн-встреча, о которой упомянул Рифат Чубаров, встреча министров в нормандском формате, пройдет с участием другого представителя ОБСЕ, спецпосланника организации, посла Хади Грау. А с нами на связи глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, доброе утро и большое спасибо, что нашли возможность выйти к нам в эфир сегодня. Доброе утро. Первый вопрос. Ваш прогноз по поводу сегодняшней онлайн-встречи министров стран в нормандском формате, и будет ли там подниматься вопрос крымских политзаключенных, о том, собственно, о чем вы просили в своем заявлении? Трудно сказать, какой будет результат сегодняшней встречи виртуальной министров внешнеполитических ведомств стран Нормандской четверки, но если исходить из того, что предваряющее эту встречу заседание трехсторонней контактной группы в принципе закончилось ничем, поскольку Россия настаивала на своих требованиях по определению Украиной статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а украинская сторона, разумеется, от этого абсолютно правильно отказывалась, то можно ожидать, что общение министров иностранных дел стран Нормандской четверки, но что касается результативности, оно будет нулевым. Это будет просто общение. Но что касается обмена удерживаемых лиц, здесь могут быть какие-то со стороны, в случае желания России, могут быть какие-то приняты
приняты быть решения. Но речь, конечно, будет идти только лишь о удерживаемых в отдельных районах Донецкой и Луганской областей гражданах Украины и о тех людях, которые лишены свободы на основании украинских судов, но в выдаче которых будет требовать российская сторона устами бандитов, опекаемых Россией. Рифат ага, ну а тогда хотелось бы услышать ваше мнение и ваш прогноз на ближайшее время по поводу того, как будет продвигаться вот этот обменный процесс, о котором в том числе говорил Владимир Зеленский 16 апреля, после того, как состоялся обмен по Донбассу. Он заявил, что переговорный процесс и обменный процесс, они продолжаются, они в процессе. И вот до вас мы давали позицию Офиса президента. Вчера мы созванивались с Юлией Мендель. Она также подтвердила, что она не может какие-то детали огласить этого обменного процесса, но она подтвердила, что он идет. Вот как вам кажется, как будет в ближайшее время развиваться события вот в этой теме? Мне почему-то думается о том, что ссылка на то, что на невозможность оглашения деталей, это не более чем повод, чтобы не признаваться в тупиковости тех переговоров, что касается освобождения крымских политзаключенных, в первую очередь крымских политзаключенных, и поэтому украинская сторона ссылается на то, что невозможно говорить о деталях. А мне представляется, здесь все очевидно. Последние 3 обмена удерживаемыми лицами свидетельствуют, в которых не было ни одного крымско-татарского политзаключенного, свидетельствует о том, что стороной, определяющей категорию, количество, персональный состав лиц, подлежащих взаимному освобождению, а также время и место передачи удерживаемых лиц, освобождаемых, является исключительно Москва. Украина здесь в последнее время не является субъектом, принимающим решения. А Москва принимает при выработке своего решения, она учитывает лишь один фактор: насколько совершаемый обмен удерживаемыми лицами соответствует ее тактическим, стратегическим целям, которые она решает манипуляциями в такой чувствительной сфере, как освобождение удерживаемых лиц. Для того, чтобы пояснить эту мысль, надо было Владимира Цемаха вытащить в Москве, человека, который непосредственно задействован, как утверждает следствие, в сбитии малайзийского пассажирского самолета. Его освободили. Журналист Кирилл Вышинский представлял для Москвы ценность. Соответственно, и был обмен определенными количествами людей. Или Евгений Мефедов. Я просто пытаюсь вспомнить тех, кого Москва вытаскивала целенаправленно, используя обмен и освобождение удерживаемых лиц. Мефедов, я напомню, это Одесса, антимайдан, человек, который непосредственно участвовал в трагических событиях 2 мая 2014 года. Я могу вспомнить тех бывших украинских военнослужащих, которые перешли в Крыму в 2014 году на сторону российской армии, а потом попали в плен. И их тоже Москва вытаскивала через обмен. Был там такой, скажем, Максим Одинцов, и они его обменивали. То есть Москва в последнее время всегда устанавливает, кого она хочет получить, она их получает, и Москва решает, кого она будет выдавать действиями бандитов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и Москва категорически отказывает включение
в число освобождаемых лиц крымских политзаключенных. Рифат Ага, вот о такой ключевой роли Москвы и Владимира Путина, о которой вы в том числе упомянули, вы не раз вот акцентировали на этом внимание, что проблема и тупиковость, как вы выразились, обменного процесса, в первую очередь, и одна из главных причин, это вот позиция президента России Владимира Путина. Вот мы до эфира связались с российским политологом и публицистом Леонидом Радзиховским и спросили его о возможных перспективах освобождения крымских политзаключенных. Давайте послушаем его короткий ответ, и хотелось бы услышать после этого ваше мнение на этот счет, вот просто позицию из России. Даже если бы вы позвонили каким-то официальным лицам, и они бы вам говорили честно, то есть не по должности, а то, что они думают, я думаю, что они бы вам честно ответили: мы не знаем, это решает один единственный человек. Мотивы, по которым Путин принимает такие решения, для меня они непонятны, честно сказать. Ну что такое эти заключенные? Понятно, что никому абсолютно в России они даром не нужны. Точно так же, как на Украине абсолютно никому не нужны эти солдаты. Ему нужно замирение с Западом, ему нужно прекращение санкций. И для этого нужно не пленных менять, а нужно закрыть границу между Россией и Донбассом. То есть слить этот самый Донбасс. Вот, Рифат Ага, вы еще, если вы на связи, если вы слышали вот этот комментарий политолога, это вот просто хотелось, скажем так, достать позицию, в том числе и с той стороны. Нет у нас, к сожалению, возможности, по крайней мере сейчас, позвонить в офис и пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, но вот мнение российского политолога, вот, и хотелось бы услышать вашу реплику на этот счет. Ну, я, в принципе, согласен с Леонидом Радзиховским. Здесь, понимаете, надо смотреть вот причину того или иного поведения, обоих сторон. В первую очередь нашей, украинской стороны, и стороны российской. Потому что здесь было бы глупо говорить об ОРДЛО как о отдельной стороне. Если украинская власть находится под постоянным давлением не только родственников политзаключенных, военнопленных, просто задержанных бандитами мирных жителей и кинутых в подземелья Донбасса или Луганской областях, но и общественного мнения в целом. В Украине очень большое внимание к вот этой сфере с правами человека и сфере с положениями тех, кто незаконно лишен свободы, будь то во временно оккупированном Крыму, и об этом надо говорить, кстати, всегда очень громко и вместе с положениями тех, кто находится в заключении на неконтролируемых территориях Донецкой области. Если украинская власть находится под постоянным давлением, то Кремль в этой сфере не чувствует никакой ответственности за своих граждан или за нанятых им вооруженных бандитов. Он не то, что не чувствует никакой ответственности, он просто не несет за это, в своем представлении никакой ответственности. И, соответственно, у Москвы абсолютно развязаны руки. Здесь надо прямо говорить, что политзаключенные оккупированного Крыма, незаконно удерживаемые граждане Украины в ОРДЛО, они рассматриваются Путиным, извините, исключительно как живой товар, который при необходимости всегда можно пополнить, особенно в оккупированном Крыму. И вот это не учитывается сегодняшними переговорщиками со стороны Украины. Желание обменять при будь-каких любых условиях полностью отдает этот процесс освобождения в руки Кремлю. Рифат Ага, а вот этот скрытный, вот как вы выразились, и неизвестный обменный курс, да, и, тут хотелось бы спросить вот следующий вопрос возникает у меня. До вас Александра Матвейчук, правозащитница, говорила о том, что помимо того, что процесс происходит достаточно
так, за закрытыми дверьми, да, в том числе существует проблема коммуникации, проблема вообще как бы системного выстроенного какого-то процесса того, как это должно происходить. Речь идет об обмене, возможном обмене в первую очередь крымских татар. То есть большинство из людей, которых вот анонсируют и пытаются вот по заверению президента Украины Владимира Зеленского вытащить из российских тюрем и из крымских тюрем, это большинство крымские татары. Есть ли у Меджлиса коммуникация с офисом президента на этот счет? И ведутся ли вот какие-то переговоры, возможно, в формате рекомендаций или просто вот консультаций каких-то, ну, в любом виде? Вот. Смотрите, когда мы говорим о отсутствии при последних, да, при всех вот тех обменах, которые происходили при новой власти, за исключением одного обмена, где были моряки и 11 других удерживаемых, 24 моряка и плюс 11, там был Эдем Бекиров. Во всех трех последних обменах не было ни одного политзаключенного из Крыма, будь то крымские татары или другие граждане Украины. Здесь ведь особой разницы нет. Главное, что это наши граждане. Но правда в том, что подавляющее большинство крымских политзаключенных это и есть крымские татары. И не включение их в список, оно имеет и значение более широкое, чем освобождение просто конкретных людей. Абсолютный отказ Москвы обсуждать возможность освобождения крымских политзаключенных свидетельствует о том, что Москва демонстративно указывает Киеву на статус оккупированного Крыма как части российской территории. То есть она подчеркивает де-факто российскость Крыма, а позиция украинской стороны, которая, в общем-то, соглашается на такой подход, приводит к размытию суверенитета украинского государства над Крымским полуостровом. Не только украинское общество привыкает к тому, что через необсуждение Крыма в целом, крымских политзаключенных в частности, на подобного рода встречах, не только украинское общество как бы привыкает к мысли о том, что Крым остается на узбичье, да, на обочине, но и международное сообщество, в общем-то, постепенно привыкает через такие намеренные действия Москвы к мысли о том, что Крым не является и в этой сфере, в сфере обмена, приоритетом для украинской стороны. Это надо ломать. И об этом пытался говорить Мустафа Джемилев, когда говорил о том, что мы не можем приветствовать обмен через любые условия, да. И вот сегодняшняя встреча министров стран Нормандской четверки, которая пройдет, как мы сегодня уже понимаем, абсолютно без упоминания Крыма, как части оккупированной территории Украины, это есть как раз вот продолжение этой линии. Мы считаем, линии обсуждается все, кроме Крыма, освобождаются все, кроме крымских политзаключенных, и мы считаем такую позицию неприемлемой и в первую очередь вот в рамках и Нормандской четверки, и в рамках переговоров в Минске. Как Москва в последнее время, обратите внимание, я вам назову 3 действия, в которых Москва открыто и демонстративно указывает всему миру как бы на незыблемость своей позиции по оккупированному ею Крыму. Скажем, указ президента России Путина об изъятии земель, которые принадлежат
как они пишут, иностранцам. Это в первую очередь те, которые сохранили украинские паспорта, а не сохранить их было очень трудно. Насильственная паспортизация. Это действие, направленное на вытеснение из Крыма тех людей, которые остаются верными украинскому государству. Второе, обратите, наверное, внимание, как все чаще и чаще через клерков 2-3 уровня Москва говорит о том, что вопрос Крыма раз и навсегда решен, Крым закрыт и Крым является российским. Это происходит на фоне постоянных предложений с украинской стороны о диалоге, постоянных с украинской стороны предложениях о взаимодействии с Москвой. И это выглядит очень политически неправильно, когда Москва все время напоминает Киеву, что Крым якобы является российской территорией, а Киев говорит, давайте поговорим. И третий момент я вам могу для демонстрации того, что я говорю, но указать на или привести недавнее рассуждение Лаврова. Они были более часто. Понятно, что была выбрана такая форма, как общение со студентами вузов Российской Федерации, но эта лекция Лаврова, она была практически посвящена украинско-российским отношениям. И Лавров это накануне вот сегодняшней встречи министров Нормандской четверки очень четко снова и снова расставил подходы России к сегодняшней встрече. Это снова требование о особом политическом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это снова говорим обо всем, но ни слова про Крым, потому что он не украинский, об этом говорит Лавров. И поэтому вот постоянное отсутствие реакции украинской стороны на такие выпады и продолжение подготовки к встречам, где не рассматриваются вопросы собственно территориальной целостности украинского государства и восстановления государственного суверенитета по всей территории в рамках международно признанных границ. Это такая позиция украинской стороны является заведомо проигрышной. И мы опять, даже если сегодня какая-то группа людей будет определена в качестве освобождаемых с той и с другой стороны, я имею в виду со стороны Украины и со стороны России, потому что Россия будет указывать своим бандитам, кого освобождать, то уверяю вас, что опять этот обмен он не будет учитывать крымских политзаключенных, как и не учитывает тех людей, которые находятся в застенках Донецкой и Луганской областей на неконтролируемых территориях, и которые действительно являются настоящими защитниками украинского государства, которые попали в плен, которые уже несколько лет там сохраняют свое достоинство, но бандиты их не включали и не будут включать в списки. А разных людей, в том числе тех, которые абсолютно попали случайно в их руки, потому что им нужен был живой ясыр, этот живой товар. Киев опять получит, и общество украинское вновь будет оценивать очередной этап освобождения граждан Украины, находящихся в местах лишения свободы в ОРДЛО, как такой, что не достиг своей цели. И здесь я пытаюсь закончить тем, что Киеву один раз надо решиться на четкое, публичное определение своей позиции, понятная всему украинскому обществу, своей позиции по освобождению своих граждан.
таких критериев на сегодня абсолютно нет. И эти критерии есть в голове одного-двух чиновников в администрации президента. Это всегда очень уязвимо. Украинское общество практически полностью, я могу говорить о Меджлисе крымско-татарского народа, оно отстранено от участия в определении круга лиц, которые, судьба которых должна быть постоянно заботой украинского государства. Рифат ага, спасибо большое вам за предметный рассказ и комментарий. И мне кажется, что за последние 15 минут слишком много прозвучало критики в адрес Офиса Президента Украины. И, возможно, кто-то из радиослушателей не сначала нас слушал. Давайте дадим еще раз позицию пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Мы накануне связались с ней и взяли комментарий по поводу возможного предстоящего обмена по Крыму. И давайте послушаем. Це дуже чутливий процес, тому що взагалі залучено дуже багато людей і дуже багато нюансів, як юридичних нюансів, так і пов'язаних питань з правами людини. Процес взаємного звільнення людей – це постійні дискусії, постійний зв'язок з різними групами, підгрупами, які беруть в цьому участь. Насправді дуже складно коментувати, на якому зараз це все відбувається етапі і чого взагалі очікувати, тому що переговори постійно змінюються. Якщо ми вийдемо на гора ті елементи переговорів, які зараз відбуваються, то це може призвести до не дуже охочих бажаних наслідків при самому обміні. Позиція тут не зміняється, переговори ведуться постійно, і для нас важливий кожний українець як на окупованих територіях Донбасу та Криму, так і на території Росії. Саме з метою безпеки цих українців ми не хотіли би висвітлювати дані до того, як відбудеться саме взаємне звільнення отриманих осіб. Это был комментарий пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель по поводу возможного предстоящего обмена. Мы прервемся на небольшую паузу и продолжим. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Это утренний эфир радио «Крым Реалии», и в студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и говорим мы сегодня об обмене политзаключенными, возможном вероятном обмене украинскими политзаключенными. И я напомню, что позавчера, 28 апреля, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что провела онлайн-встречу с матерями и женами сразу 26 политзаключенных в России, аннексированном Крыму. На встрече также присутствовал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Подробности встречи в сообщении Офиса омбудсмена не уточнялись, однако, судя по новостям, главной темой общения стали условия содержания политзаключенных, а также их состояние здоровья. И с нами на связи уже Игорь Котелянец, глава организации «Звільніть наших рідних». Игорь, доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос по поводу коммуникации, недавней коммуникации 2 дня назад офиса омбудсмена Людмилы Денисовой с родственниками политзаключенных. Вот ваше впечатление и ваш комментарий по этому поводу. Коммуникации с объединением родственников политзаключенных не было уже очень давно со стороны властей. То есть мы ее ждем регулярно и со стороны Офиса уполномоченного по правам человека, и МИДа, и Министерства реинтеграции, в первую очередь Офиса президента. В прошлом году как-то с этим было попроще, и мы понимали, что происходит, нам рассказывали, что происходит. Мы видели обмены, которые состоялись в сентябре и в декабре. У нас были регулярные контакты с Офисом президента. В этом году как-то все заглохло. На письма наши не отвечают, на обращения наши не отвечают, и мы не понимаем, что происходит. Да? С одной стороны, есть обещания президента, которые он давал еще в декабре прошлого года, обещания президента, которые звучали совсем недавно, о том, что обмен произойдет, что политические заключенные будут возвращены
в Украину, и произойдет это в марте, но в марте этого не произошло, уже заканчивается апрель, и никакой разъясняющей коммуникации мы так и не получили. Ну вот 2 дня назад состоялся разговор онлайн Людмилы Денисовой с частью родственников. Хочу сказать сразу, первое впечатление, оно такое, что вот кто бы из государственных чиновников или представителей властей не организовывал такие коммуникации, когда такой чиновник сам выбирает какое-то ограниченное количество родственников, с кем он хочет поговорить, понятное дело, что он создает такие условия, которые разделяют. Да? Кто-то попал на коммуникации с государством, большинство не попало, почему непонятно. Игорь, к сожалению, вот просто уже нету времени. Это был утренний эфир радио Крым Реалии. Очень жаль, что не смогли услышать мнение Игоря Котлянца до конца. Оставайтесь с нами.